Продолжаем практическую работу. В предыдущей части мы зарегистрировались на сайте. Теперь можем приступить к мониторингу общественного объекта и заполнению карты доступности. На сайте «Доступный Казахстан» предусмотрено 3 уровня сложности проведения мониторинга объекта и, соответственно, 3 уровня сложности чек-листов. Базовая форма, форма для волонтеров и форма для экспертов. Базовую форму заполняют на небольшие объекты. Форму для волонтеров заполняют на крупные объекты обученные волонтеры, а форму для экспертов заполняют в том случае, когда необходимо точно оценить уровень доступности объекта с учетом всех недостатков, чтобы в дальнейшем на основании этой формы разработать рекомендации для адаптации данных объектов. И если вы планируете получить сертификат о 4-часовом прохождении обучающей программы, то вам необходимо изучить эту часть, провести мониторинг объекта и заполнить базовую форму. Если вы планируете получить сертификат о 8-часовом прохождении обучающей программы, то вы можете сразу переходить к следующей части обучающей программы. На примере я буду рассказывать о том, какие измерения вам необходимо сделать при проведении мониторинга и какие сведения надо заносить в чек-лист. Мониторинг объекта будем проводить по функциональным зонам, в том же порядке, в котором их изучали. Можно проводить мониторинг объекта и сразу же вносить данные на мобильную версию сайта. Можно провести мониторинг, сделать фотографии всех зон, а потом внести данные на компьютере. Во втором случае вам необходимо воспользоваться чек-листом, опубликованным в дополнительных материалах. Итак, приступаем. Сначала вы выбираете общественный объект, на котором будете проводить мониторинг. В данном случае это супермаркет Инмарт. Сначала подготовим базовую форму, которую необходимо заполнить по результатам мониторинга. Чтобы добавить объект, следует нажать на зеленую кнопку, расположенную в левом нижнем углу карты «Добавить объект». Открывается список форм, выбираем базовую форму. Заполняем общие сведения об объекте. Заполнение общих сведений об объектах во всех формах одинаковое. В строке наименования пишем Инмарт. В строке другие наименования можем написать название супермаркета русскими буквами Инмарт. Для чего это делается? Не каждый человек знает правильное написание названия на английском языке, но знает, как написать на русском. Вот мы и даем возможность найти объект, написав название в другом варианте. Далее необходимо поставить точку на карте там, где находится выбранный вами объект. Для этого, конечно, необходимо разбираться в карте населенного пункта. Напомню, мы заполняем карту на примере супермаркета Инмарт, который расположен в городе Павлодаре. Если вы находитесь в другом городе, необходимо выбрать из списка ваш город. Как это делать, мы говорили раньше. Итак, мы проставили метку, она выглядит как крупная запятая по точному адресу, и сразу же в адресной строке автоматически проставляется адрес объекта. В нашем случае это проспект Нурсултана Назарбаева, 42. Далее мы выбираем категорию объекта из предложенного списка. В этом списке предложены варианты всех основных сфер жизнедеятельности. В данном случае это торговля и услуги. Как только мы определились с категорией объекта, нам необходимо выбрать подкатегорию объекта, то есть более точно определить специфику деятельности. Такое дробное деление необходимо для тех пользователей, которые в дальнейшем будут пользоваться нашей информацией. В нашем случае подкатегория объекта – это супермаркет. Далее нам необходимо добавить словесное описание объекта на основании того, что мы увидели. Описание должно быть очень кратким. Мы должны помнить, что эту информацию могут читать пожилые люди, которые не знают новомодные слова, или люди с интеллектуальной инвалидностью, которые понимают только краткую информацию, написанную простыми словами. Поэтому сейчас мы можем написать такой текст.
Парковка не оборудована. Входная площадка имеет высоту около 5 см. У входной двери высокий порог. Магазин заставлен витринами и товаром. На кресло-коляске проехать сложно. Туалета для посетителей нет. И прикрепляем сразу все фото. Мы заполнили общие сведения на объект и переходим к описанию доступности. Описываем парковку. Нам необходимо ответить на один вопрос – наличие оборудованных парковочных мест. Ниже вопроса есть пояснение, то есть написано, как должно быть по нормативам, не менее одного места на парковке. Правее есть варианты ваших ответов. Неизвестно, не предусмотрено, нет, да. Мы должны выбрать один из предложенных ответов. Так как мы видим, что парковка не оборудована, нет дорожных знаков, нет разметки, то в данном случае мы выбираем ответ «нет». После этого система сама оценит доступность парковки для людей с инвалидностью. Даже больше, система оценит доступность парковки для людей каждой категории инвалидности. Автоматически оценит. Ниже автоматической оценки зоны есть окно для того, чтобы вы могли оставить свой комментарий в случае необходимости. Комментарий будет видеть только модератор сайта. Переходим к другой зоне, которая называется входная группа. Здесь вопросов больше. Последовательно отвечаем на каждый вопрос чек-листа. Первый вопрос. Вход на уровне земли. Мы отвечаем «да», так как нет лестницы, пандуса. На вопрос «удобный наружный пандус» выбираем ответ «не предусмотрено», так как в данном случае пандус не нужен, он не предусмотрен. На вопрос «электрический подъемник» мы тоже отвечаем «не предусмотрен», потому что электрический подъемник, как и пандус, в данном случае не нужен, он не предусмотрен. Далее описываем ширину входной двери, которая должна быть больше 90 см. Отвечаем «да». Следующий вопрос про высоту порога входной двери, который не должен быть выше 14 мм. Вот здесь мы выбираем ответ «нет», так как на фото мы видим высокий порог. И последний вопрос – кнопка вызова персонала. Ее нет, поэтому мы выбираем ответ «нет». Все, входную группу мы описали. Система автоматически выставила оценку доступности зоны. Следующая зона – пути движения по объекту. На вопрос «ширина коридора не менее 1,5 метра» отвечаем «нет». Для ответа на вопрос «ширина дверей не менее 90 см» отвечаем «не предусмотрено», так как внутренних дверей для посетителей в супермаркете нет. Соответственно, на вопрос про высоту порога тоже отвечаем «не предусмотрено». Нет дверей, нет и порогов. И пандус внутренний не предусмотрен, так как пол ровный, перепадов высот нет. Также не предусмотрены лифт и электрический подъемник, так как супермаркет расположен на первом этаже здания. Все, пути движения по объекту мы описали. Система автоматически выставила оценку доступности зоны. Следующая зона – это зона оказания услуг. Здесь мы описываем удобство расположения мебели и оборудования в зоне приобретения товара или услуги, например, высота стола и прилавков, наличие оборудованных мест в зрительных залах и так далее. Мы видим, что витрины высокие, не каждый человек может дотянуться до верхних полок, поэтому выбираем ответ «нет». Зона описана, система автоматически проставила оценку доступности. Далее описываем туалет. Здесь необходимо ответить на вопрос: оборудованный туалет, есть ли поручни по обеим сторонам унитаза и кнопка вызова персонала. Так как для посетителей туалет не предусмотрен, выбираем этот ответ. Все, мы описали туалет. Система в данном случае при оценке доступности не учитывает эту зону, так как туалет не предусмотрен. Все, зона описана. Переходим к следующей. Следующая зона – навигация. Здесь тоже только один вопрос. Элементы навигации,
которые помогают человеку ориентироваться в пространстве самостоятельно. Например, режим работы, указатели направления движения, тактильные дорожки, шрифт Брайля, переводчик жестового языка, электронное табло и так далее. При ответе на данный вопрос выбираем ответ «Нет», так как в супермаркете такие элементы навигации отсутствуют, кроме режима работы. Переходим к следующей зоне. При оценке доступности услуги нам необходимо ответить на один вопрос – возможность приобретения товара или получения услуги самостоятельно, без каких-либо препятствий. В данном случае мы выбираем ответ «Нет». Не каждый человек с инвалидностью может приобрести товар в данном супермаркете. Кто-то не дотянется до верхней полки, кто-то не сможет прочитать информацию, кто-то не сможет услышать информацию. Следующая зона – доступность и безопасность услуг для детей до 7 лет. Здесь мы выбираем ответ «Не предусмотрено», так как в супермаркете не предусмотрена детская зона. В этом случае система зону не оценивает. Все, мы заполнили весь чек-лист. Следует нажать на кнопку «Отправить». После этого система выдаст нам сообщение, что объект Заново. Слайд 19. Все, мы заполнили весь чек-лист. Следует нажать на кнопку «Отправить». После этого система выдаст вам сообщение, что объект появится на карте в течение суток после проверки модератором. Нажимаете «Ок». Вы завершили практическую часть. После этого необходимо перейти на страницу «Контакты» и написать нам сообщение, что вы прошли обучение, выполнили практическую работу, ждете сертификат. Мы вас поздравляем! Все дополнительные материалы вы можете скачать, они размещены ниже. Удачи!